Республиканский институт развития образования приветствует всех участников международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Продолжает работу нашей конференции площадка «Кейсы. Функциональная грамотность, технологии формирования и оценки». Сегодня с нами работают представители и Республики Коми, и наши коллеги из Республики Беларусь. И мы предоставляем слово Алле Михайловне Мильман, учителю истории и обществоведения Государственного учреждения образования гимназии номер 8 города Витебска, кандидату педагогических наук. Алла Михайловна расскажет нам о том, как используется алгоритм работы с визуализацией в качестве ресурса преодоления клиповости восприятия и развития функциональной грамотности обучающихся. Алла Михайловна, пожалуйста, вам слово. Подключайтесь. Так, Алла Михайловна. Так, слышим. Слышно, да? Сейчас да, вас слышно, но пока вас не видно. Камеру, пожалуйста, включите, и мы вас увидим. Включила. Да вы сейчас все хотите отключить. Да. А вот мы сделаем вот так, и вас сейчас должно увидеть. Так? Не видит еще? Почему я не вижу свою передачу? Пока не видим. Сейчас один момент. Разрешить. Есть. Есть. Вот, есть теперь текст, есть теперь материалы. Сейчас загрузим. Одну минутку. Вот визуализация, запустить. Все. Все, спасибо. Здравствуйте. Коллеги, презентацию мы видим, мы вас слышим, но вас мы не видим. Не видите еще? К сожалению, пока нет, только картиночку видим. Ну, наверное, может быть, я появлюсь со временем. Да, ну ничего страшного, по крайней мере, мы вас слышим, мы видим вашу фотографию, да, и, пожалуйста, вы можете начинать свое выступление. Собственно говоря, я бы хотела сегодня говорить о том, как алгоритм или алгоритмизация сама по себе визуализации может помочь преодолеть клиповость восприятия и развитие функциональной грамотности. И начать я хотела бы с двух мной очень любимых цитат, как вы видите, с которыми я и планирую урок, конструирую его, и иду на урок, всегда имея в виду эти два замечательных высказывания замечательных советских ученых. Как мы с вами видим, в общем, ключевым словом в обеих этих цитатах будет, конечно, слово «понимание». И для меня, как для учителя, важно, чтобы в том числе и визуализация как прием, в общем-то, привели ребенка к этому самому пониманию. Перед вами, собственно говоря, вы видите и наверняка все знаете различные виды визуализации. Последняя – это моя собственная разработка, это опорные конспекты, которые сделаны по методике Виктора Федоровича Шаталова. Миссия моего небольшого мастер-класса – возможность осознать необходимость глубокого изучения психолого-дидактических основ визуализации для применения в определенной предметной области. Ну, а цель – создать этот самый алгоритм. Для того, чтобы алгоритм был создан, нам нужно с вами будет познакомиться прежде всего с прогнозируемым мною результатом. Это прежде всего, и я хочу сказать, что визуализация, она в школе применялась, в советской школе еще всегда в разных видах, но просто мы не применяли ранее различные ИКТ. Вот, и возвращение в визуализации на новом технологическом витке просто создает и новые проблемы, и новые возможности. Второй прогнозируемый результат – это то, что понимание как процесс и какова его цель, в общем-то, мы должны тоже это осознать.
Третье, я планирую увидеть с вами, какое место в данном процессе может быть отведено визуализации. Ну и в конце мы с вами увидим представленный мною алгоритм. Для того, чтобы мы с вами в теме, которую я представляю, в общем-то, пришли более точно и скоро, я хотела бы представить основные дефиниции. Это визуализация, функциональная грамотность, посмотрите, ценность, а также немаловажное для меня понятие знаний и ценностей. Для того, чтобы мы с вами создали алгоритм, нам надо преодолеть 3 ловушки. Существует ошибочное мнение, на наш взгляд, и это первая ловушка, что ученики знают больше учителей. Однако клиповость восприятия подростков, привязанность их к гаджету, как единственному источнику информации, дает возможность набрать информацию, а не выбрать ее. Отсутствует возможность аккумулировать знания через развитие умений, способов деятельности и превратить их в настоящую функциональную грамотность. Используя лишь отдельный прием визуализации без системы вне дидактического контекста, учителя не смогут создать педагогические условия, при которых визуализация станет ресурсом развития мышления на основе понимания, только усилит клиповость восприятия. И поэтому здесь мы видим первая ловушка – это подмена понятия знаний понятием информация. Ловушка вторая. Современные учителя, внедряя в свою педагогическую практику ИКТ, часто опираются на визуализацию с целью дать яркий образ, который может придать видимость любому мыслимому объекту. Педагог должен помочь восприятию, но не словами, а структурированием информации через деятельность. Каждая фраза, раскрывающая содержание отдельного утверждения учебной теории, может быть зафиксирована в виде знаков, схем или рисунка. Именно эти образы и применяются для восприятия, усвоения и переработки информации, преобразуя визуализацию образа в визуализацию когнитивную. Однако зачастую угроза состоит в том, что визуализация зависает и не переходит на уровень ассоциации, где можно опереться на опыт ученика, выстроить зону актуального развития, а затем, переходя к проблеме, войти в зону ближайшего развития на основе понятийного мышления. Образ перестает работать как исходная мотивирующая информация, а остается на уровне клипа, не превращается в знание. Точно подобранный образ дает возможность создать условия для мотивации и совместного целеполагания на уроке. На этапе актуализации может помочь вспомнить прежний материал, может содействовать созданию проблемной ситуации, сработать на этапе рефлексии. Клиповое восприятие дискретно по сути своей. Здесь утрачивается признак непрерывности, характерный для мышления. Яркость и громогласность клиповых образов лишает человека работы воображения. Воображение скорее воздействует на подсознание. Клиповость лишает человека возможности моделировать деятельность, влияет, как указывалось уже выше, на качество принятия решений. Ловушка третья. Коль скоро информация не превращена в знание на основе субъективизации и интериоризации через деятельность, то в ней отсутствуют ценностные смыслы. Значит, это будет влиять не только на качество мышления, но и на качество принятия решений. Взаимодействие учителя и ученика можно считать продуктивным тогда, когда мышление победит клиповость восприятия. На наш взгляд, общество знаний очень часто подменяют другим понятием – экономикой знаний. В таком случае оно теряет свою основу общественно-человеческого и
самое главное, теряет категорию ценностей. Если же мы рассматриваем сами знания как ценность, то встает вопрос, всякое ли знание несет в себе ценностные смыслы, универсальные, национальные, семейные, личностные. Скорее здесь уместнее говорить об отношенческой, а не ценностной составляющей. Как превратить отношения в ценность? Для этого необходимо развивать критическое мышление, неизменно приводящее к торжеству здравого смысла над фейком. Здесь визуализацию можно представить как инструментарий для развития мышления. Снабдить этим инструментарием ученика – верный путь научить ребенка учиться. Часто, когда я разговариваю со своими коллегами, мне вспоминается фраза из Евангелия от Луки: «Прости их, Господи, бо не ведают, что творят». Ведать значит понимать. В данном случае понимание рассматривается нами и как цель, и как процесс, и как результат образования личности. Понимание может нами рассматриваться в данном случае как цель, как образ предвосхищаемого результата, становится картиной мира. Результативность ее складывается из тех знаний, которые образуются в результате деятельности. Если мы говорим о человеке понимающем, то прежде всего имеем в виду человека, владеющего понятиями на теоретическом, деятельностном уровне. Мы говорим о человеке не только смыслотворящем, смыслопонимающем, но и смыслотворящем. И не важно, какой это смысл – физический, химический, биологический, гуманитарный, экономический. Давайте вспомним с вами, а что значит понимать? Понимаю, значит, могу выделить сущностные признаки, могу поставить вопрос и объяснить другому, могу перенести, экстраполировать на другую ситуацию умения и знания. В результате понимания визуализация образа перерастает в когнитивную визуализацию, становится источником не просто информации, но и инструментарием. По меткому выражению моего коллеги Андрея Валерьевича Иванова, глазами тоже можно научить думать. Что это значит? Это умение считывать информацию и превращать ее в текст. Причем источником визуализации может быть карта, опорный конспект, схема. Структурирование визуальных образов как носителей информации, превращение их в знания через присвоение и понимание, а затем превращение их в текст может происходить в том числе и через опорный конспект. Как пример. Я взяла здесь в качестве примера, опять же, свой авторский опорный конспект, сделанный для темы природы населения Древнего Египта. Как вы видите, рядом я разместила карту. Мы видим, что этот конспект и, собственно говоря, в себе несет и образ, заставляя действовать и работать полушария, прежде всего левое сначала, а потом, структурируя информацию, заставляет работать ребенка и полушарие правое. Вот что в результате может, собственно говоря, получиться из использования опорного конспекта. Развернутый план. Это тоже вид текста, как мы понимаем. А вот, возможно, и другое превращение когнитивной визуализации в сравнительно-сопоставительную таблицу. Как вы видите, здесь мы уже используем те знания и умения, которые ребенок приобрел ранее. Структурировать текст, превращать его в развернутый план, а затем и в таблицу.
Однако хотелось бы сказать, что без воображения работа с визуализацией невозможна. По меткому замечанию Эйнштейна, воображение гораздо важнее знаний. Знания опираются лишь на то, что мы сейчас знаем и понимаем, в то время как воображение включает в себя целый мир и все то, что мы когда-либо поймем и узнаем. То есть воображение может работать на будущее на основе когнитивной визуализации. На наш взгляд, алгоритмизация использования визуализации позволяет сделать ее ресурсом для преодоления клиповости восприятия, а значит и ресурсом для развития функциональной грамотности. Очевидным является факт, что когнитивные образовательные практики – ресурс общества знаний. Создадим алгоритм, и для этого я использовала прием и метод критического мышления. Рядом с шагом алгоритма вы видите вопрос для обратной связи, для чего мы создаем каждый шаг. Итак, какова цель использования визуального образа? А для системного восприятия визуального образа как источника информации и превращения его знания на основе понимания. Второй шажок – это отвечает на вопрос, что необходимо сделать, чтобы визуальный образ превратился из источника информации и знания и не зависал на уровне клипа. Для этого нужно присвоить, субъективизировать визуальную информацию на основе ассоциаций и воображения, вызванных визуальным образом. Третий шажок, для чего необходимо сделать визуализацию когнитивной, создание своего текста и контекста на основе переосмысления чужого визуального образа. Вопрос следующий. Что необходимо сделать для того, чтобы считывать информацию из любого источника, превращая его в знание? Умение считывать любую информацию, сворачивать и разворачивать ее, восполнять и исправлять, то есть понимать. Следующий шаг алгоритма отвечает на вопрос, в чем сущность взаимодействия учителя и ученика на пути к пониманию, наполнение визуализации образа, превращение ее в когнитивную, превращение визуальной информации в структурированный текст, планирование, расстановка приоритетов, мотивация, целеполагание. Следующий вопрос, при каких видах взаимодействия учителя и ученики визуализация становится когнитивной и приводит к развитию критического мышления. Когнитивная визуализация – источник критического мышления, описание явления, рассуждения, обобщение с использованием графических элементов. Вот все, что помогает включить работу мышления правое полушарие. И последний вопрос. Каков же результат создания когнитивного визуального образа как продукта на основе собственного ценностно-смыслового текста и контекста? Умение создавать модели, включая все виды мыслительной деятельности, ресурсом которой является когнитивная визуализация. Таким образом, мы с вами создали алгоритм, я предлагаю его вам не только для использования с опорным конспектом, но и другими видами визуализации. Алгоритм этот может, конечно, иметь и больше шагов, в зависимости от того, насколько он удачен для вас и применим. Очевидным является факт, что когнитивные образовательные практики, направленные на развитие функциональной грамотности, следует также учесть в них и то, что они формируют не только саму функциональную грамотность, но являются и элементами профессионального впоследствии решения, таких как систематизация, концентрация, выделение главного в содержании, расстановка приоритетов, качество принятия решений. Ну и в заключение хотелось бы сказать о том, что может нам показаться создание алгоритма лишними хлопотами и тратой учительского времени. На самом же деле этот процесс приобретения алгоритма, если к нему грамотно подойти, перестает быть обузой. Наоборот, он должен увлекать и учителя, и ученика, так
как говорил Виктор Федорович Шаталов, чтобы за уши от тетрадок нельзя было оттащить. Эта работа с текстом требует своего отдельного разговора. Необходимо сохранить привычку к думанию, к чтению сложной литературы, решению сложных вопросов, слушанию сложной музыки, позже к просмотру сложных фильмов. А это развитие воображения на основе визуального ряда, на основе когнитивной визуализации. Тренировка мозга должна стать главным занятием для человека. Ну и в конце я хотела бы предложить вам вопросы для рефлексии. Чтобы вы ответили на них. Если вы ответили на них положительно, то я надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся и не в таком коротком формате. Я как учитель-практик, к сожалению, наверное, еще не научилась говорить коротко и хочу все объяснить подробно. Поэтому я очень рада первой встрече и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Можно презентацию? Угу. И в конце я хотела бы закончить на лирической ноте словами моего любимого Омара Хайяма. Много лет размышлял я над жизнью земной, непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Последний секрет из постигнутых мной. Спасибо вам еще раз. Презентацию обязательно оставим. Михайловна, благодарим вас за такое очень интересное выступление, за тот мастер-класс, который вы нам представили. Сегодня мы как раз, коллеги, говорим о том, что функциональная грамотность, она очень многоаспектна. И вопросы формирования функциональной грамотности мы сегодня рассматриваем с различных точек зрения. Вот Алла Михайловна в своем выступлении представила нам такой технологический аспект. Да, как можно это делать, используя вот те алгоритмы визуализации как инструмент для формирования функциональной грамотности. Мы надеемся, что Алла Михайловна с нами будет сотрудничать и дальше. Мы будем приглашать, Алла Михайловна, вас на наши семинары по функциональной грамотности, если вы не против, да, и представлять вот ту обязательно, с удовольствием. Разработали и применяете успешно. Спасибо. Коллеги, а мы продолжаем нашу работу. И другой аспект формирования функциональной грамотности нам представит в своем выступлении Ольга Михайловна Селезнева, заместитель директора гимназии номер 2 города НТ, опорной школы Республики Коми. Ольга Михайловна расскажет о том, как можно формировать функциональную грамотность в системе воспитательной работы школы. Ольга Михайловна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю организаторов за приглашение принять участие в работе международной конференции «Эффективный учитель для эффективной школы» в очном формате, что сегодня для нас наиболее ценно. Сегодня я поделюсь с вами опытом работы гимназии номер 2, которая находится в городе Инте, в Республике Коми, в вопросах формирования функциональной грамотности в системе воспитания. И, как уже было сказано, гимназия, которую я представляю, является опорной школой Республики Коми. В педагогической науке существует несколько определений функциональной грамотности. Вы можете увидеть на слайдах, как данное понятие трактуется различными исследователями. Наиболее часто встречающиеся определения функциональной грамотности даны Алексеем Алексеевичем Леонтьевым и Натальей Федоровной Виноградовой. Так, Наталья Федоровна Виноградова, систематизируя множественность трактовок понятия функциональной грамотности, определяет ее как базовое образование личности. По ее мнению, ребенок должен обладать готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, возможностью решать различные задачи, в том числе нестандартные, способностью строить социальные отношения, совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности и стремление к дальнейшему образованию. Исходя из этого определения, можно выделить основные характеристики функциональной грамотности. Способность человека взаимодействовать в современном обществе и строить социальные отношения, возможность решать различные задачи, используя при этом определенные знания, умения, компетенции, и владение рефлексивными умениями. Все мы хорошо знаем, что формирование функциональной грамотности осуществляется по 6 направлениям: математическая, естественно-научная, читательская, финансовая грамотность, а также глобальные компетенции и креативное мышление.
Каким же образом функциональная грамотность соотносится с системой воспитания в образовательной организации? Воспитание – это одна из основных категорий педагогики. Согласно обновленному федеральному государственному образовательному стандарту, общей целью воспитания в образовательной организации является личностное развитие учащихся, которое проявляется в усвоении знаний основных норм, выработанных в обществах на основе ценностей, в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям и в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике. Достижению поставленной цели воспитания способствует решение целого ряда задач. Все они записаны в примерной образовательной программе, на основе которой мы в том числе составляем программу воспитания. И все, кто разрабатывает этот блок образовательной программы для своей образовательной организации, с этими задачами хорошо знакомы. Поэтому я их перечислять не буду. Все они из официального документа взяты. И вот если мы вернемся к слайду, на котором приведено определение функциональной грамотности, сформулированной Натальей Федоровной Виноградовой, то мы увидим, что практическая реализация цели и задачи воспитания отражает возможности формирования и развития функциональной грамотности, в том числе и через систему воспитательной работы, а также осуществляется в рамках ряда ее направлений. Каждое из этих направлений представлено в соответствующем модуле рабочей программы воспитания. Все модули тоже вам хорошо знакомы. Я хочу сказать о том, что в гимназии разработана программа воспитания, и сейчас мы работаем над проектом новой программы воспитания в рамках обновленных ГОС, которая охватывает все представленные модули, которые предлагаются примерной образовательной программой с учетом требований к соответствующему уровню образования. Каждый модуль наполнен циклом мероприятий, которые так или иначе направлены на формирование функциональной грамотности или развивают ее. Предлагаю вам познакомиться с особенностями реализации рабочей программы воспитания гимназии, которые отражают элементы функциональной грамотности. В общем виде соотношение модулей программы воспитания и направлений функциональной грамотности можно увидеть в таблице на слайде. Безусловно, это примерная таблица, и в зависимости от специфики образовательной организации каждое из направлений функциональной грамотности может варьироваться в различных модулях программы воспитания. В рамках реализации таких модулей, как школьный урок, внеурочная деятельность, классное руководство, через такие мероприятия, как математические бои, турниры по танграмму, логические настольные игры, формируется математическая грамотность учащихся, когда учащимся предлагаются не типичные учебные задачи, а близкие к реальным проблемные ситуации, разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. И обращаю ваше внимание, что действительно вот этот небольшой пример мероприятий, он отражает как возможность развивать математическую грамотность и на уроках математики, и также широко во внеурочной деятельности и в системе классного руководства. Финансово-экономическая игра «Капитал» реализуется в гимназии вот уже 30 лет, с первого года начала работы нашей образовательной организации. Игра открывает учебный год и проводится в течение первой учебной четверти. Это уникальное мероприятие формирует целый набор навыков учащихся в контексте функциональной грамотности. И в первую очередь это финансовая и математическая грамотность. Хотя долгие годы до того, как понятие функциональной грамотности уже вот прочно не вошло в нашу повседневную деятельность, для нас игра «Капитал» была очень мощным мотиватором для того, чтобы ребята входили комфортно в новый учебный год. А теперь мы понимаем, что мотивация, она также никуда не делась, но еще и сюда добавляется очень важный аспект, направленный на формирование функциональной грамотности именно по направлению финансовой и математической грамотности. Игра позволяет ребятам раскрыть свой творческий потенциал, попробовать себя в качестве работников различных служб банка. При проведении этого мероприятия мы сотрудничаем со Сбербанком. Проведение игры реализует такие модули рабочей программы воспитания, как ключевые общешкольные дела, потому что это ежегодное мероприятие, оно включено в наш традиционный цикл гимназических мероприятий. Также это модуль профориентация, работа с родителями, самоуправление
и школьный урок, потому как на первый взгляд казалось бы, что данная игра в большей степени соответствует внеурочной деятельности, однако ее проведение, оно тесно связано с проведением и традиционных уроков на протяжении всей первой учебной четверти. Проявляя креативность, учащиеся вносят изменения в работу станций, поэтому игра не статична, она находится в постоянном развитии. Наверное, в этом и есть успех ее долговечности и популярности. Ну и, соответственно, можно сказать, что здесь развивается в связи с этим не только финансовая и математическая грамотность, но и креативное мышление учащихся. Ряд традиционных гимназических мероприятий, реализуемых согласно программе воспитания в рамках таких модулей, как экскурсии, походы, экспедиции, классное руководство, профориентация, детские общественные организации, направлены на формирование естественно-научной грамотности. Ежегодно старшеклассники вместе с учителями и родителями участвуют в тематическом походе «Встреча с Уралом». Поход проходит на территории национального парка Юга-2, и ребята не только отдыхают на природе, они оказывают волонтерскую помощь в уборке территории парка, тем самым приобретая ценные навыки экологической грамотности. Некоторые ребята в ходе пребывания на территории национального парка заинтересовываются определенными моментами, которые потом ложатся в основу их будущей исследовательской деятельности. И эти исследования они проводят и впоследствии защищают на традиционной проектной конференции, которая проводится в гимназии для десятиклассников в рамках проектов, защиты проектов, индивидуальных учебных проектов. И, кроме этого, с этими же проектами они выступают в различных других мероприятиях, предлагаемых и на уровне муниципалитета, и на уровне республики. Естественно, научная грамотность развивается и в ходе реализации акций, которые проводятся отрядом волонтеров-медиков с драйверы. Волонтеры отряда совместно с учащимися, для которых они проводят эти акции, погружаются в нестандартные ситуации, решают задачи охраны природы, безопасного поведения и бережного отношения к собственному здоровью. Многогранно реализуются модули программы воспитания, в рамках которых формируется читательская грамотность учащихся. Эти модули наполнены такими мероприятиями, как литературные постановки к юбилейным датам рождения российских писателей. Это День родного языка, республиканский конкурс часов на французском языке и многие другие. При подготовке литературных постановок учащиеся проявляют креативное мышление, создавая совместно с учителями сценарии. Так возникает новое прочтение хорошо известных произведений. Глобально компетентная личность – это человек, способный воспринимать местные и глобальные проблемы, вопросы межкультурного взаимодействия, успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми. Глобальные компетенции сегодня рассматриваются как специфический обособленный компонент функциональной грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных навыков, то есть soft skills. Формированию глобальных компетенций способствуют такие мероприятия, отраженные в программе воспитания гимназии, как акция «Многоцветие России», фестиваль «Мы разные, но мы вместе», встречи с интересными людьми, фестивали песен на иностранных языках, индивидуальные проекты. Такие мероприятия учат эффективному межкультурному и межличностному взаимодействию, то есть направлены на формирование глобальных компетенций учащихся и их развития. Под креативностью сегодня принято понимать творческие способности, которые характеризуются готовностью индивида к принятию и созданию принципиально новых идей. Мероприятия, отраженные в модулях программы воспитания гимназии, таких как неурочная деятельность, ключевые общешкольные дела, работа с родителями, направлены на формирование креативного мышления. К таким мероприятиям можно отнести традиционные в гимназии уроки мужества, театральные постановки, участие ребят в традиционном ежегодном республиканском конкурсе «Ученик года». Креативности и формированию soft skills способствуют такие ежегодные мероприятия, как профильные лагеря, лингвистический калейдоскоп, театральный калейдоскоп, а также экспресс-экзамен по английскому языку. Я продемонстрировала вам лишь небольшую часть мероприятий рабочей программы воспитания.
в которых отражены элементы функциональной грамотности. Активная вовлеченность гимназистов в эти мероприятия позволяет развивать в них важнейшие качества и навыки, которые помогут им ориентироваться в дальнейшей жизни. Это коммуникация, креативность, сотрудничество и критическое мышление. И кроме этого, мне хотелось бы анонсировать, что в планах работы опорной школы на ближайшее время, это 2022 год и начало 2023 календарного года, входит создание уже очередных 3-го и 4-го сборников, методических сборников, которые будут посвящены, 3-й сборник, материалам по классному руководству и воспитательной деятельности, где возможна публикация материалов классных руководителей, связанных в том числе и с вопросами функциональной грамотности. Ну а 4-й сборник, он уже будет непосредственно посвящен вопросам функциональной грамотности. И я думаю, что в сотрудничестве с институтом мы к созданию этого сборника привлечем не только специалистов нашего муниципалитета и специалистов опорных школ Республики Коми, но и также всех, кто захочет свой материал опубликовать в данном сборнике. Коллеги, спасибо за внимание. Ольга Михайловна, благодарим вас за представленное выступление. Действительно, мы сегодня уже видим по результатам нашего первого конкурса республиканского «Учим и учимся для жизни», конкурса методических разработок, что в республике уже есть достаточно интересные разработки в рамках формирования функциональной грамотности. И думаю, что коллеги, которые принимали участие в данном конкурсе, победители конкурса, призеры конкурса, они могут опубликоваться в сборнике работ по формированию функциональной грамотности. Коллеги, вот Ольга Михайловна представила в своем выступлении такой методологический аспект формирования функциональной грамотности. Мы с вами обычно рассматриваем формирование функциональной грамотности в связке с предметными результатами, с метапредметными результатами. Ольга Михайловна, вы считаете, что возможно формировать и личностные результаты, да, что функциональную грамотность можно рассматривать и как личностный результат обучающихся? Да, безусловно. Вот сейчас я так думаю, что мы вообще вышли на совершенно новый, принципиально новый уровень осмысления, создания в том числе и различных программ, по которым работает любая образовательная организация. И эти программы, они сейчас тоже нами воспринимаются через призму функциональной грамотности, потому что это то, что готовит ребят к будущей непростой жизни. И ориентироваться эффективно в этой будущей жизни они могут только вот преодолев определенный уровень и развив в себе определенные навыки в рамках функциональной грамотности. Поэтому в том числе и программа воспитания – это тот очень важный инструмент работы сегодняшней образовательной грамотности, который тоже должен быть переосмыслен в контексте формирования функциональной грамотности. Спасибо. Итак, коллеги, мы рассмотрели еще один аспект формирования функциональной грамотности, а далее переходим к следующему аспекту, это аспект практический. В нашем республиканском плане по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся предусмотрено несколько направлений работы, в том числе и направление работы с обучающимися. И в рамках данного направления один из важных аспектов – это организация массовых мероприятий для обучающихся по формированию функциональной грамотности. Как оказалось, по итогам конкурса «Учим и учимся для жизни» в школах республики есть уже достаточно интересный опыт разработки и реализации таких массовых мероприятий для обучающихся. Свой опыт представит нам сегодня Людмила Ивановна Вакушкина, заместитель директора по учебной работе школы номер 15 города Сыктывкара. Людмила Ивановна, пожалуйста, передаем вам инструмент управления. Здравствуйте всем. Я вашему вниманию представлю методическую разработку нашего такого массового мероприятия по формированию функциональной грамотности, которое получило такое нестандартное название «Новогодний каламбур». Над разработкой этого мероприятия у нас участвовала целая команда учителей русского языка, химии, математики, биологии, географии, английского языка и так далее. Вот, поэтому, в общем-то, мы все старались, чтобы задания были интересны для ребят. Ну вот, предыдущим коллегам всем уже объяснили, что такое функциональная грамотность. Мы уже все, в принципе, знаем, поэтому я не буду здесь останавливать свое внимание.
Вот. И наше мероприятие также было направлено на формирование читательской, математической, естественно-научной грамотности, финансовой грамотности. Может быть, в какой-то степени затронули глобальные компетенции, креативное мышление. Какова цель на проведения нашего мероприятия? Это, конечно, расширение полиграммного представления учащихся об окружающем мире и развитие метапредметных компетенций по различным предметам. Какие задачи мы преследовали? Это развитие познавательного интереса учащихся к урокам, то есть через внеурочную деятельность повысить интерес ребят к урокам, повышение уровня информационной культуры, развитие умения работать в команде. Особенно вот над этой задачей мы работали больше всего, так как данное мероприятие именно упор делало на развитие командного духа, а также формирование оценок функциональной грамотности и развитие навыков экспериментальной деятельности. Какие мы планируем результаты? Все-таки наше мероприятие должно выходить на планируемые результаты федерального стандарта. Это регулятивные универсальные учебные действия, ставить, формулировать собственные задачи, умение оценивать ресурсы, которые понадобятся в ходе выполнения заданий. Это познавательные универсальные учебные действия, умение использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей отношений, умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. И коммуникативные универсальные учебные действия – это умение осуществлять деловую коммуникацию, при осуществлении групповой работы умение быть как руководителем, так и членом команды, а также умение развернуто, логично, точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств. Мы долго спорили над форматом мероприятия и пришли к выводу, что формат нашего мероприятия будет в виде квест-игры. Если раньше мы использовали такой традиционный формат, это игра по станциям, вот, которая, в принципе, уже немножко поднадоела, поэтому решили такую более современную квест-игру, когда ребята заранее договаривались, кто пойдет на какую станцию, то есть по интересам. Кто-то пойдет на математику, кто-то пойдет на русский язык, литературу, кто-то пойдет на историю, кто-то пойдет на биологию. То есть ребята заранее распределяли, задача такая была поставлена заранее. Что еще минусом игры по станциям, почему мы там не останавливались? Потому что обычно, когда на станцию приходит весь класс, работают несколько человек. Остальные в классе ребята обычно сидят где-нибудь сзади, просто немые слушатели. Да? А здесь нами преследовала задача, чтобы участвовали в игре все. То есть все, чтобы были задействованы и не было скучающих ребят, отлынивающих. Поэтому вот мы выбрали такой квест-игру. Вообще у нас была задействована вся школа, то есть второй у нас трехэтажное здание на втором, на третьем этажах. На втором этаже у нас участвовали в игре 5, 6, 7 классы, на третьем этаже 8, 9, 10 и 11 классы. То есть 5, 7 ходили по квест-игре по второму этажу по всем классам, по кабинетам, а 8 и 11 классы по кабинетам третьего этажа. Ну вот станция «Русский язык», которая была и для 5, 7 и для 8, 11 классов. Задания были разного уровня такой сложности, где оценивалась читательская грамотность, то есть ребятам необходимо было прочитать текст предложенный текст. Вообще все тексты, вообще вот эта игра, она была перед Новым годом, поэтому учителя постарались сформировать такие тексты, то есть с новогодней тематикой, с рождественской, с новогодней тематикой. Ну, в данном случае вот рождественское письмо Ильина было предложено, где ребята должны были прочитать и ответить на вопросы. Станция «История культуры Республики Коми» также необходимо было прочитать и ответить на вопросы, связанные с фольклором, с русским фольклором. Станция «Литература». Здесь читали произведения, отрывки «Вечера на хуторе близ Диканьки» у Гоголя, где ребятам также надо было отвечать на вопросы, то есть оценивалась читательская грамотность. Станция «Физика» — это, естественно, научная грамотность, это как для детей старшего возраста. Здесь им необходимо было собрать гирлянду, чтобы она загорелась. Вот. Необходимо было определить физические явления по картинкам. То есть здесь необходимо было такое креативное мышление показать. Станция «Математика», где ребятам здесь проверялась и математическая грамотность, и финансовая грамотность, потому что надо было собрать ингредиенты для
оливье, для салат сельди под шубой, причем из более дешевых продуктов, то есть сэкономить на чем-то они должны были определить. Вот. Станция «Химия», где ребята определяли запахи новогодней елки, химический состав бенгальских огней. Опять же, пользуясь теми знаниями, полученными на уроках, они должны были здесь определить. Это, конечно, станция для более старшего возраста ребят. Станция «Английский язык», где они должны были, воспользовавшись умением английского языка, написать письмо Санта-Клаусу на английском языке. На станции географии ребята решали географические ребусы, опять же, пользуясь знаниями по географии. На станции истории и станция обществознания сразу, история была для младших классов, обществознание для старших классов. Здесь были предложены такие тексты со сменой календаря. Если по истории был предложен текст о праздновании, введении указа Петра I о праздновании Нового года со сменой календаря с 1 сентября на 1 января, то по обществознанию здесь текст связан с приходом к власти большевиков, ну и, соответственно, со сменой, опять же, календаря в период советской власти, установления советской власти. Ну и, конечно, так как это мероприятие проходило перед Новым годом, ребята должны были получить подарки, а подарки они должны были получить не просто так, они должны были, выполнив задание, получить ребусы. Вот, причем ребусы получили не всегда. То есть если задание выполнено правильно, они получали ребус. Если задание неправильно, соответственно, ребусы не получали. А дальше ребята собирали в своих классах и, разгадывая ребус, должны были составить такой маршрут, где спрятан был их новогодний подарок. Вот, поэтому здесь еще тоже надо было поломать голову над тем, где находится все-таки их подарок. Ну и вот каковы итоги. Конечно, мы это мероприятие провели не просто так, а провели с целью оценки формирования функциональной грамотности, поэтому мы проанализировали. Вот, всего у нас принимало участие 249 учащихся из 5-11 классов. Вот, в принципе, справились с применением проверяемых способов деятельности в простых ситуациях. Хотя в задания сложного уровня справились всего только чуть больше 9% учащихся из тех, которые участвовали. Вот, но ребята показали знания на уровне базового, вот, планируем это предметный результат. Какие проблемы мы здесь выявили? 33% учащихся испытывают затруднения при применении знаний в новой ситуации. То есть ребята не всегда справились с заданием, соответственно, не получив ребусы, не знали, как выполнить то или иное задание. В некоторых классах были выявлены проблемы с коммуникативными навыками. То есть лучше справлялись с заданиями те ребята, которые могли распределить между собой. То есть один выполняет одно задание, второй выполняет второе задание, третий и так далее. Соответственно, они больше могли выполнить задания и справиться со всеми. А те, где не было вот эта выстроена коммуникация, соответственно, не смогли выполнить задание. И, конечно, мы, проанализировав эти результаты, которые мы получили, дальше была выстроена работа по дальнейшему формированию функциональной грамотности в урочной деятельности и, конечно же, тоже в неурочной деятельности. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, вот вы в рамках проведения своего мероприятия, наверное, обнаружили еще какие-то интересные моменты, да, в проявлениях детей. Вот все ли дети были вовлечены в ваше мероприятие? Что-то, может быть, интересное, новое вы о детях еще узнали в рамках проведения этого мероприятия, в отличие, да, вот, от традиционных урочных мероприятий? Да, обычно в урочных мероприятиях, в уроке обычно есть дети, которые очень такие гиперактивные, они, как правило, либо мешают вести урок, да, а вот здесь в неурочной деятельности они, наоборот, они больше включаются, они быстрее включаются, они как раз вот у них настроены коммуникативные навыки, они могут как-то друг с другом скооперироваться, договориться могут. С такими ребятами здесь проще работать, именно в неурочной деятельности, вовлекать их сюда. Вот. Да, я уже говорила, что квест-игра все-таки нами была взята за основу. Почему? Чтобы именно все ребята принимали участие, потому что, разбившись на группы, в каждом кабинете, вот на каждой станции были ребята с разных классов. Где-то вот 2 человека, маленькие классы, где-то большие классы, там по 3, по 4 человека, и, соответственно, все они принимали участие. То есть в одном классе
на русском языке там с разных классов сидят команды, на математике с разных классов команды, на истории с разных классов. И, соответственно, они все работают, все участвуют. Нет равнодушных, нет отлынивающих, нет лентяев. Вот. И все ратуют за общий успех. Ну, мы видим, да, что ребята действительно вовлекаются в такие процессы интересные и делают для себя определенные открытия. Вот какие открытия сделают для себя учителя? Учителя, что такой формат проведения можно использовать и на уроке. На уроке также, разбивая детей на группы ребят, можно проводить его в форме игры какой-то, в форме деловых каких-то боев, когда необходимо коммуникацию выстраивать, да. Вот, то есть вот такую элементы внеурочной деятельности использовать в урочной деятельности. Потому что детям больше нравится, нежели сидеть 40 минут, слушать учителя с указкой смелым у доски. Угу. Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. А можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, задания, которые разрабатывались для обучающихся на каждой станции по функциональной грамотности, именно эти задания вы брали из базы данных или сами учителя разрабатывали? Сами их разрабатывали, да. В том-то и дело, что вот это как бы наши разработки. Я сама лично делала по истории, по обществознанию сама разрабатывала. Брали и учителя, брали тексты, к ним составляли эти вопросы специально такие. И по физике учитель сама придумала. То есть большей частью мы сами придумали. Спасибо. Спасибо, коллеги. Я напоминаю, что 15-я школа, которую представляет Людмила Ивановна, она участвовала у нас в проекте 500+ в 2021 году. И вот мы видим, что действительно результаты определенные уже командой этой школы достигнуты совместно с куратором, да, который выступал у нас на нашей первой сегодняшней встрече. Коллеги, а мы продолжаем дальше наш разговор о том, как мы можем с вами формировать функциональную грамотность. И далее у нас видеокейс из Воркуты, школа номер 42, Татьяна Сергеевна Козлова представляет кейс о том, как развивать функциональную грамотность в школе в контексте механизмов повышения качества образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Воркутинские учителя приветствуют участников семинара. Хочется поблагодарить организаторов площадки за предоставленную возможность поделиться опытом системы образования школы 42 и обогатиться опытом других участников в вопросах повышения эффективности функционирования образовательных организаций. Тема моего доклада – развитие функциональной грамотности учащихся как механизм повышения качества образования в школе. Хочется отметить, что с 2015 года наша школа принимала участие в проекте «Эффективная школа». Этот опыт научил нас планомерной работе в разработке и реализации образовательных проектов. В 2021 году школа не вошла в проект 500+, показав оптимальные результаты в образовательной и воспитательной деятельности. Однако важнейшей задачей школы, что созвучно со стратегической целью образования в Российской Федерации, является формирование функционально грамотных людей, способных вступать в отношения с внешней средой и быстро адаптироваться. Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, и функциональная грамотность школьников является важным показателем качества образования. Именно поэтому у нас появилась необходимость разработки и реализации проекта по формированию функциональной грамотности школьника. Такой проект в школе появился в сентябре 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Эффективная школа» и реализации программы инновационной площадки управления качеством. Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности образования. Изучив нормативно-правовую базу, требования ВОЗ, контрольно-измерительные материалы, на платформе Института стратегии развития образования определено решение следующих задач: формулировать, применять, интерпретировать математику в разнообразных контекстах, понимать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, осваивать и использовать естественно-научные знания для объяснения естественно-научных явлений и формулирования выводов, принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества. Реализация программы включает в себя 4 этапа. На первом этапе приказом директора от 20 августа 2020 года номер 495 была создана временная творческая группа по разработке проектной идеи программы.
Создан план реализации инновационной программы. Второй этап диагностический. Этот этап мы начали с проведения диагностических процедур по развитию функциональной грамотности, анализа и интерпретации полученных данных, а также выявления причин конкурентоспособности школьников. В ходе реализации программы были проведены мониторинговые исследования по контрольно-измерительным материалам Института стратегии развития образования. Результаты были проанализированы педагогами и административной командой, представлены рекомендации, разработаны управленческие образовательные механизмы коррекции в модульном построении курса на развитие функциональной грамотности учащихся. Так, входная диагностика в 2020 году показала следующие результаты. По математической грамотности, как способности проводить математические рассуждения, формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира, полностью выполнили задания около 10% учащихся. Читательская грамотность, как способность понимать человека и использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности участвовать в социальной жизни. С данными заданиями справились полностью около 27% учащихся. Финансовая грамотность. Тестовые задания были ориентированы на проверку наличия учеников финансовых компетенций, необходимых в реальной жизни. Все вопросы носили ситуационный характер, что позволяло оценить знания и умения учащихся действовать, принимать решения в практических жизненных ситуациях. Данные задания были выполнены полностью 30% учащихся. Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Справились около 20% учащихся. По итогам диагностики проведены проектные семинары, где представлен развернутый анализ входной диагностики, выявлены дефициты и даны рекомендации. Так, по математической грамотности дефициты: применение математических процедур, в применении математических процедур обоснование своего мнения, рассуждения, трудности в осмыслении прочитанного, в отсутствии умения выделять главный вопрос задачи, в записи ответа на задание, отсутствие умения интерпретировать математическую проблему. Рекомендовано увеличить долю заданий, направленных на развитие математической грамотности и компенсацию метапредметных дефицитов. Обратить внимание на технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивают положительную динамику формирования универсальных учебных действий. По читательской грамотности выявлены такие дефициты, как трудности, связанные с новизной формата и содержания задач, недостаточный опыт выполнения заданий, направленных на формирование и оценку читательской грамотности. Рекомендовано разработать рекомендации по формированию навыков изучающего чтения, умение читать и понимать прочитанные тексты, работать с информацией, представленной в различной форме, использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных задач. Дефициты по финансовой грамотности. В данном направлении выявлена потребность учащихся в дополнительных занятиях по всем компонентам финансовой грамотности. Наибольшую заинтересованность учащиеся выразили по такому направлению, как управление личными денежными средствами. Рекомендовано комплексный и системный подход к внедрению и реализации формирования финансовой грамотности у школьников, объединив усилия педагогов различных предметов, привлечение специалистов из других организаций, включение заданий банка контрольно-измерительных материалов Института стратегии развития образования, ПИЗа, а также систематическое участие федеральных и региональных проектов по финансовой грамотности. Естественно-научная грамотность. Дефициты сформированности, умений письменной речи с использованием естественно-научной терминологии. Рекомендовано акцентировать внимание на формировании умений внимательно читать тексты предложенные, формулировки вопросов к ним, выделять главное в текстах, отсекать лишнюю информацию, а также формировать умение использовать предметные знания и умения при решении практических задач.
На сегодняшний день школа реализует третий этап организационно-деятельностный, в рамках которого внедрены и апробируются модульные курсы по программам развития функциональной грамотности. Идет разработка методических рекомендаций по организации урока. Представлен перечень единых требований к уроку и схемы анализа в соответствии с содержанием нормативно-правового обеспечения проекта. В программе модульных курсов представлены предметные, метапредметные и личностные планируемые результаты, структурированные по компонентам различного вида грамотности. Программа рассчитана на 5 лет обучения, реализуется из части учебного плана внеурочной деятельности, включает в себя 4 модуля: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность. Разработанный тематический план описывает содержание модуля из расчета 1 часа в неделю в каждом классе. Таким образом, количество часов на 1 год обучения в одном классе 34 часа. Реализацию данной программы мы начали с модуля по формированию читательской грамотности, так как по результатам внешних оценочных процедур из года в год учащиеся показывают недостаточную подготовку по работе с текстом. Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. На слайде представлено календарно-тематическое планирование по модулям, где отображено количество часов на теоретические и практические занятия. В 5 классе учащиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и на электронных носителей. В 6 классе формируется умение применять знания математических, естественно-научных, финансовых, общественных явлений для решения поставленных практических задач. В 7 классе учатся анализировать и обобщать информацию различного предметного содержания в разном контексте. В 8 классе учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы, строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений, формируются в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьникам и используются для решения конкретных проблем. Применяются такие формы деятельности, как беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторины, квесты, квизы, проекты. Кроме модульного построения занятий по функциональной грамотности, в соответствии с планом мероприятий была сформирована рабочая группа учителей-предметников по формированию функциональной грамотности. Классные руководители включают в содержание родительских собраний вопросы по оценке уровня сформированности функциональной грамотности. Учителя-предметники познакомились с методиками и опытом международных исследований Института стратегии развития образования с целью систематической работы по организации тренировок, выполнения заданий по функциональной грамотности. Кроме этого, в ходе недели читательской грамотности были проведены мероприятия и с учащимися начальной школы. В рамках модуля «Читательская грамотность» обеспечено регулярное участие в проекте «Неделя финансовой грамотности», «Финзош-фест», Олимпиады «Учи.ру». Родителям предлагается познакомиться с рядом упражнений, как научить ребенка обращаться с деньгами. В рамках недели естественно-научной грамотности и глобальных компетенций учащиеся прошли тесты по заданиям Российской электронной школы, прошли тематические классные часы о проблемах окружающего мира, проведено родительское собрание, на котором представлена данная программа, объяснены планируемые результаты, приведены факты, подтверждающие необходимость реализации этого проекта. Проведен методический совет на тему реализации программы развития функциональной грамотности учащихся. В рамках модуля «Читательская грамотность» с целью развития коммуникативных компетенций, апробирования публичных выступлений учащиеся составили мини-экскурсионную программу по школьному музею, приняли в мероприятиях «Неделя книги». Процесс развития функциональной грамотности учащихся длителен и сложен. Для решения данной задачи учителям необходимо в системе использовать задания Российской электронной школы, изучить аспекты ключевых компетенций, определенных планов действий по развитию функциональной грамотности школьников. Обратить внимание на технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход. И еще учителю, конечно,
самому необходимо приобрести навыки различных типов заданий по функциональной грамотности, что обеспечивает курсовая подготовка. В рамках реализации программы курсовую подготовку в школе современного учителя прошли 10 педагогов школы. А также необходимо овладеть конкретными практическими приемами по составлению заданий на функциональную грамотность учащихся. Следует отметить, что промежуточная диагностика и диагностика на портале Российской электронной школы показала незначительную, но положительную динамику в сравнении с входной диагностикой в решении заданий по данным видам функциональной грамотности. А значит, те мероприятия, которые были проведены и входят в план инновационной программы, дают образовательный результат в соответствии с планируемыми результатами, представленными в программе. Таким образом, 4-й этап анализа и презентации результатов проекта будет включать такие мероприятия, как осмысление, обобщение, тиражирование результатов проекта, диагностика уровня развития функциональной грамотности, создание, наполнение и запуск интернет-платформы для учеников и учителей. Практическая значимость данного проекта заключается в создании банка психодиагностических и оценочных материалов для выявления уровня функциональной грамотности, подготовки методических рекомендаций, определения результатов освоения учащимися базовых навыков и умений владения функциональной грамотностью, создание базы управленческих и педагогических практик, разработка механизма управления развитием функциональной грамотности учащихся. В заключение необходимо отметить, что для развития функциональной грамотности учащихся, а также для формирования основ логического, критического, конструктивного мышления учащихся, учителям необходимо изменить традиционные подходы к обучению и преподаванию, активно внедряя при этом эффективные формы и методы обучения, которые в перспективе обеспечат успешность достижения учениками результатов в обучении. Педагогам необходимо не только анализировать результаты учащихся, но и самим выполнять практические работы по различным направлениям функциональной грамотности. Участвовать в вебинарах, изучать опыт коллег, транслировать собственные педагогические находки. Именно поэтому полученные результаты на заключительном этапе реализации проекта будут транслированы через виртуальный методический кабинет на сайте школы и могут быть использованы для совершенствования и коррекции системы образования не только нашей школы, но и других образовательных организаций. Мы всегда готовы к сотрудничеству и желаем успеха участников проекта 500+ в 2022 году. Спасибо за внимание. Мы благодарим Татьяну Сергеевну за представленный кейс. Коллеги, действительно, вы можете увидеть, как в школе выстроена системная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся, и как на каждом этапе идет диагностика тех компетенций, которые приобрели обучающиеся. Коллеги, мы с вами рассмотрели основные аспекты, связанные с формированием функциональной грамотности обучающихся в школах Республики Коми и в школе Республики Беларусь. А сейчас я хотела бы предоставить слово Илье Ивановичу Баженову, заведующему кафедрой точных наук Коми Республиканского института развития образования, который расскажет вам о том, как вы сможете принять участие непосредственно в мероприятии, посвященном формированию функциональной грамотности уже не только обучающихся, но и учителей. Сегодня запускается командное онлайн-первенство учителей по вопросам функциональной грамотности «Учимся для жизни». Илья Иванович, как принять в этом участие? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня будет очень короткое выступление. Я просто презентую то мероприятие, которое нас сегодня ждет вечером. Начало его будет в 19:30. Значит, рассылочка по всем заинтересованным муниципалитетам, по всем нашим базам данных, которые у нас с вами были, была произведена. И я хочу просто немножко рассказать. Мы об этом мероприятии. Значит, мы его назвали Battle FG. Ну, по сути дела, это командная учительская викторина. И в ней могут принимать участие все школы. Мы приглашаем не только учителей одной школы, могут принимать участие
из разных школ. У нас такой опыт уже есть. Есть команды, которые, там, сборная, допустим, Печора у нас присутствует. Есть учителя технологий из города Сыктывкара, собравшиеся в одну команду. И это мероприятие, оно предполагает вот в таком командном онлайн-режиме участие вот в этой викторине. Начнется мероприятие, я уже сказал, в 19:30, но дедлайн записи и подачи заявок, он закончится, вернее, дедлайн будет в 17:00. Сегодня я вот до этого момента буду принимать заявки от команд. В команде может быть не более 4 человек. Есть команды по 2 человека, по 3 человека, но максимальное количество участников – это 4 человека. Значит, вопросы, которые в викторину входят, они разнообразные, они из всех компонент функциональной грамотности присутствуют. Кроме того, есть понятийный аппарат, вопросы из понятийного аппарата. Мы планируем, что в течение 60 минут командам будет достаточно для того, чтобы ответить на 25 заданий, которые будут предложены. Выход на специальный сайт будет организован, где будет проходить это мероприятие. Итоги будут подводиться автоматически, и, по сути дела, как только истечет таймер, закончится, 60 минут пройдет, вы будете видеть результаты вашего участия. Есть онлайн-табло, то есть можно видеть, как будет в синхронном режиме выполнять команды задания. Кроме того, можно даже пригласить болельщиков, чтобы они наблюдали за ходом проведения вот этого мероприятия. Значит, как стать участником батла? И вот здесь еще раз помещена ссылка на презентации. По этой ссылке можно пройти и зарегистрировать свою команду. Но, повторяю, дедлайн 12 мая сегодня в 17:00. Нужна еще специальная подготовка, чтобы команды получили специальные ключи для входа, и поэтому требуется вот такое небольшое время. Следующая информация на сегодняшний момент, вот здесь у меня, когда я презентацию готовил, еще 21 команда была, но буквально минуту назад посмотрел, зарегистрировано уже 25 команд, это порядка 90-100 человек, участников. Но я думаю, что до 17:00 у нас еще добавятся команды и добавятся участники. География достаточно большая, это вся республика, но, к сожалению, нет команд, которые представляют, может, какие-то образовательные учреждения за пределами республики. Дальше вот следующие слайды, я их пролистаю, потому что они непосредственно уже относятся к участникам мероприятия. Я остановлюсь только вот на последнем слайде. Значит, специальный вход на сайт – это первая ссылочка для всех участников, а вторая ссылка – это ссылка, где я буду вести комментарии по ходу викторины. То есть начало нашего мероприятия состоится как раз вот на платформе ProofMe. Я приглашаю вас в комнату для вебинаров. И в этой комнате я буду вести полностью репортаж, рассказывать, решать проблемы, рассказывать инструкции, правила игры. Ну и если какие-то технические трудности будут возникать, то постараюсь оперативно эти трудности разрешать. Ну, вот таким образом будет выглядеть наше сегодняшнее мероприятие. Итак, до 17:00 можно зарегистрироваться, команду зарегистрировать, и в 19:30 всех участников нашего мероприятия жду на вот этот грандиозный баттл. Спасибо. Спасибо, Илья Иванович. Тут вопрос коллеги задают, можно ли одному участвовать? Можно. Можно, коллеги. Значит, верхняя планка 10 участников. Можно участвовать одному. Сейчас мы в чате еще раз скинем, наверное, ссылочку на сайт викторины. Александр Михайлович нам сейчас поможет. Я уже заинтересовалась, если мы успеем, то мы, может быть, сбросим базовым школам. Хорошо, может быть, Илья Иванович, презентацию тогда мы направим, да? Если успеет. Валентина мне Ярославль. И, коллеги, информация о викторине также размещена в нашей официальной группе института ВКонтакте. Там вы можете найти ссылочку на сайт викторины, ссылку на вебинарную комнату мы сейчас дополнительно тоже еще разместим, да, для того, чтобы вы могли принять участие в данном очень интересном батле.
Александр Николаевич, вы еще ссылку на заявку бросьте, потому что там все равно... Да, Она в середине в презентации. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы, может быть, по участию в командном батле, может быть, по содержанию нашей площадки? Все материалы спикеров будут размещены непосредственно на сайте нашей конференции, на страничках соответствующих площадок. Видеозаписи также будут там размещены. И презентации, разрешение спикеров мы тоже разместим непосредственно на сайте нашей конференции. Так, коллеги, вопросов мы пока не видим. Если вопросов нет, то на этом мы завершаем первую половину сегодняшнего дня нашей конференции и приглашаем к участию в 14:00. У нас состоится проектная сессия проектирования инструментария формирующего оценивания. Далее в 14:50 нас ждут кейсы повышения мотивации к обучению, вовлеченности в образовательный процесс. И завершится сегодняшний день в рамках работы конференции в 16:00 кейсом «Цифровые инструменты для преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса». Ну а далее в 19:30 ждем вас всех на батл по функциональной грамотности. Спасибо.